путешествие на Синдер может быть и вот с такими приключениями. В общем, как повезет. Мы нашли хорошего проводника, и у нас все получилось. Итак, мы отправляемся на озеро Синдер. Выехав из столицы Коми, города Сыктывкар, едем по трассе в сторону Ухты, в Княжпогосский район. После знака поворачиваем направо. Эта грунтовка ведет в деревню Синдер. Дорога не очень хорошая, но в сухую погоду пригодна и для небольших машин. Вообще в Коми несколько географических точек с названием Синдер. Это озеро, поселок и деревня. Из деревни Синдер можно добраться до одноименного озера. Сегодня Синдер больше дачная резиденция бывших ее жителей. Зимой здесь тишина. Впрочем, летом тоже немноголюдно. Очень много заброшенных домов. На многих можно заметить выступы. Как будто при строительстве задумывали балконы, а потом по какой-то причине передумали. Вот такая архитектурная особенность. Наш проводник Егор Иванович. Вот он общается со своим соседом Василием Дмитриевичем. Егор Иванович родился и жил много лет в Синдере. Сейчас, как и все остальные, проводит тут время с весны до осени. И почему каждое лето сюда приезжаете? А куда поедешь? Больше некуда. Деревня их не сгорела по времени. А что тут хорошего-то? Как хорошо. Воздух свежий, шуму нету. Чем жили здесь люди-то, чем занимались? Сельское хозяйство. Здесь же был совхоз же. Магазины были еще. Вот. Все было здесь. Школа, магазин, клуб. Клуб, правда, церковь был. Но ничего, нормально, гуляли молодые. А тут даже школа была? Да, здесь школа. Я даже учился здесь, в этой школе. До 4 класса. Да, начальный класс. Школа эта до сих пор стоит под окном родового дома Егора Ивановича. Здесь он учился когда-то, а еще в этой школе встретил свою супругу Марию Александровну. Ее, молодую учительницу, отправили в Синдер по распределению. Сейчас в Синдере у бабушки гостят внуки. Хорошо в деревне? Да. Чем хорошо? Чем хорошо, скажи? Купаться можно. Что никто не мешает. Никто не мешает. Купаться можно. Гулять допоздна можно. А как же без интернета? У нас есть интернет. У нас есть. Вот оно. Ну, и, конечно, очень важно, но показывать порой. Не всегда. Мария Александровна и Егор Иванович очень душевные и добрые люди. Они пригласили нас в свой дом на обед. Дом Ведерниковых с большой историей. Его построил еще дед Егора Ивановича. А почему на палатях спите так удобнее? Или что? Во-первых, где больше спать, наверное. Потому что кровать дед тут спит, а я там. Там мать, так помню, тоже спала. Ну, конечно, можно. Вот и на печке, и на ГБЧВ можно спать. На диван еще есть. Почему-то вот на палате сплю. Как-то удобнее. А летом не... Уже. А, да? Выправляет там. Твердый получается. Ну, там, да, там же не мягко. Просто матрас и все. Матрас твердый. Ага. А вот тут приходится карабкаться туда? А вот, какое просто. По лестнице. А он Вадюшка покажет. Давай, туда я запросто. А, тут еще от комаров. А, да, это вон. Полог. По коме вон. Рочин полог. Да, А полог. по коме вон. Выйди вон. Детский домик у вас, да? Да. Просто играются. Подружек наведет сюда. Ага. И давай. И на печке И играют. на печке, да. Все вот так. Экзотика. Да? Играются там, да. Дома-то в городе, в поселке нет такого. В городе Да? нет такого. Там все на улицу идут. А мне игрушек хватает тоже. Ага. Ну а как это называется-то? Горбачвы. Я им по коме говорю. Горбачвы. Как я уже сказала, именно Егор Иванович будет нашим проводником на озеро. А мы уже в лодке отправляемся в путешествие.
Егор Иванович знает здешние места как свои 5 пальцев. Сначала мы едем по реке Симва, которая впадает в Вис. Река Вис очень узкая, местами буквально на ширину лодки. Совсем узко стало. Но тут есть так называемые карманы, чтобы лодкам было где разъехаться. А еще нам сказали, что Вис меняет свое направление. Весной она течет в сторону озера и наполняет ее водой, а летом наоборот. Может ли быть такое вообще? Я не сильна в этих вопросах, но факт интересный. Еще берега речки состоят из переплетенных корней, поэтому они легко качаются на волнах. Кстати, на озеро можно попасть не только по реке, но и по узкоколейной железной дороге. Раньше по ней вывозили лес заключенные, сейчас на дрезинах ездят к озеру и в лес. Но состояние узкоколейки очень плохое. А вот и само озеро, и оно здесь совсем не глубокое. На дне толстым слоем лежит сапропель. Грязь хоть и полезная, но очень коварная. Вот грязь. Если ею забьется мотор, придется ночевать на озере. Здесь очень неглубоко, смотрите, весло уже достает дна. Тут буквально, наверное, где-то полметра, может, чуть больше, да? Собирается все сюда, видишь, оттуда Ага. тащит грязь и набивается. А Вон там же поглубже, да? Острова какие грязью видели там? Ну, это такая зарядка. Да. Наш проводник Егор Иванович знает, как выбраться из этого капкана. Синдер – второе по величине озеро в Коми Республике. Его длина 12 километров, а ширина доходит до 4 километров. Состоит оно из 2 частей – Малого и Большого озер. Название Синдера не до конца понятно. В коми-языке есть слова «син» и «дор». «Син» – это глаз, и многие «синдер» так и переводят «возле глаза». Возможно, такая трактовка еще и связана с продолговатой формой озера. Единственный остров, до которого мы смогли добраться на лодке, вот этот маленький, безымянный, наш остров Свободы. На Синдере много островов. Нам удалось высадиться только на небольшой безымянный остров. А так почти у всех островов есть свои названия. Например, Солдатский назвали так, потому что когда-то на нем располагалась база воинской части. Здесь солдаты ловили рыбу. А вот это уже речка Угюм, красиво устланная белыми водяными лилиями и желтыми кувшинками. Кстати, в озеро впадает несколько рек. Это самая большая. Берет свое начало в болоте с забавным названием Маркистан. А еще вода в этой реке темная. Вода, кстати, здесь очень теплая, несмотря на то, что вот вытекает река из болот. И черная. Ну, кстати, вот если кипяток сделать, то можно не заваривать, пить чай. По легенде, в стародавние времена на Синдере охотился Йиркап, мифологический персонаж, охотник с волшебными быстроходными лыжами, которые он сделал из дерева двойника, росшего на берегу озера. Свою смерть Йиркап тоже нашел здесь, провалился под тонкий лед и утонул. Вот такое оно, озеро Синдер. Если бы здесь построили базу отдыха, то можно было бы провести время интересно и с пользой. И даже полечиться полезной грязью, которая то и дело ловит лодки в свои тягучие сети. Стой. Стой. Не греби пока. Сейчас попробуем. Это озеро не отпускает как? Да. Очень часто бывает, что лодки садятся на эту тягучую мель и ночуют на озере под открытым небом Синдера.
Но, еще раз повторюсь, с таким опытным проводником, как Егор Иванович, не страшно. И мы уже на речке Вис. До новых встреч, Синдар!